По словам режиссера Рани О'Брайена, сами кандидаты дают такой богатый материал для шуток, что сочинять практически ничего не приходится. Актриса Эрин Колман создавала образ Хиллари Клинтон, что называется, с натуры. Настолько яркий и запоминающийся типаж ей достался. Большие глаза — это визитная карточка Хиллари. Она их закатывает, когда хочет показать, как ее раздражают всякие идиоты. Она их выкатывает, когда хочет продемонстрировать сочувствие или интерес. А еще она может расхохотаться в самый неподходящий момент. Мы в нашем шоу тоже используем этот прием. Разумеется, это комедия, где мы пародируем политиков, но все наши шутки взяты из жизни. Посредством юмора мы помогаем зрителям увидеть кандидатов такими, какие они есть на самом деле, а не теми, кем они стараются выглядеть на официальных телевизионных дебатах. Джош Уиллис – один из авторов песни Дональда Трампа. Мексиканские нелегалы — это беглые проходимцы. Думаете, кто стоит за всеми изнасилованиями? Да, я действительно сказал это. Некоторые высказывания порой чересчур оскорбительные, чтобы включать их в номера, но многие нам все-таки удалось использовать. Средний возраст зрителей от 20 до 30 лет. Они выросли на такого рода политической сатире, которая сейчас популярна на телевидении и в соцсетях. Для большинства из них это вообще единственный источник новостей. Успех нашего шоу говорит о том, что мы умеем смеяться над собой. Здоровая самоирония — это важная часть политического процесса. Что бы Дональд Трамп и Хиллари Клинтон сказали об этом шоу, если бы его увидели? Она, наверное, посчитала бы его глупым. В чем-то достоверным, в чем-то нет, но в целом нелепым. Мне кажется, Трампу бы понравилась его песня, ведь она почти полностью состоит из его высказываний. Авторы обещают, что на протяжении президентской кампании будут вносить в сценарий определенные коррективы, чтобы, так сказать, не отстать от предвыборной конъюнктуры. А что в итоге окажется веселее, пародийные шоу или реальные теледебаты, решат уже сами зрители.